Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем наше кулинарное путешествие по районам и городам Республики Татарстан. И сегодня мы в городе с тысячелетней историей – Елабуге. И за моей спиной вы можете увидеть интересный герб этого города. Что он означает и кто на нем изображен, мы узнаем от гостей сегодняшней программы. Елабужский район находится на северо-востоке Республики Татарстан на расстоянии 215 километров от Казани. Административный центр района – город Елабуга. Это 7-й по численности населения город Татарстана, в котором проживает 71 991 человек. В 1780 году был обнародован указ императрицы Екатерины II, по которому Елабуга получила статус уездного города Вятской губернии. Проживало в Елабуге в то время около 1000 жителей и было менее 400 домов. А в начале 20 века в городе Елабуга уже 10 тысяч жителей. Из них более 600 купцов, среди которых 12 миллионеров. Мы находимся в историческом месте города Елабуги, Елабужском городище. Я с удовольствием представляю сегодняшних гостей. Это директор Елабужского колледжа культуры и искусств Альфира Акберова и заместитель руководителя исполкома Мартовского сельского поселения Альмира Зинатуллина. Исәнмесез! Исәнмесез, Руслан? Вау! Кім біле келдіңіз? Кто это с вами? Это наш дятел, это символ города Елабуга. Я видел его, кстати, на гербе сегодня в вашем городе. Правильно, правильно. Это указывает, что в Елабужском районе работают все трудолюбивые люди, потому что дятел – это символ трудолюбия. Что у него в руке? Его ребенок? Это маленький дятел, это наш подарок вашей передаче. Бигзур Рахмет, здесь и написано еще Елабуга. Да. Рахмет. И наши студенты отделения дизайн хотят подарить вам вот такую разделочную доску. Спасибо большое. Студентам отдельно большое спасибо, Рахмет. Ну что ж, мы будем сегодня готовить дятла. Нет, дятла мы не будем готовить, потому что он символ города Елабуга, и он должен жить 1000 лет. Он же жил, и он должен продолжать свое проживание в нашем муниципальном районе. Ну тогда я предлагаю его отпустить, пусть смотрит и записывает сегодняшний наш рецепт. Пока-пока, Дустам. Рахмет, Рахмет. Итак, прошу к нашему столу и расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, с каким рецептом вы сегодня пришли к нам. Мы принесли вам чак-чак по-юрашски. Мы родились в деревне Старый Юраш Елабужского района, выросли там. И вот мы сегодня на ваше усмотрение покажем чак-чак по-юрашски. С удовольствием начнем готовить чак-чак по-юрашски. Чак-чак – восточная сладость, представляющая собой изделие из теста с медом. Национальное татарское блюдо, без которого не обходится ни один татарский праздник. Существует несколько разновидностей чак-чака, отличающихся формой кусочков теста и их размером. Итак, рассказывайте, с чего начинаем. Мы берем яйца, берем муку, Так. немного песку. Сахарный песок, ага. Да. Давайте откроем нашим телезрителям небольшой секрет. Здесь вот Альфира ханым, Альмира ханым, вы две сестры. Да. Я, в принципе, это понял, потому что у вас сегодня платья одинаковые, хотя прически разные. Расскажите, пожалуйста, вот немножко о вашей семье, буквально несколько слов. У вас всегда сестра умеет готовить, а вы умеете разговаривать? Дело в том, что мы закончили филологический факультет, но так как по работе я в основном говорю, а она работает. А я пробовать буду сегодня. Великолепно. Вот расскажите, пожалуйста, об этом красивом месте. Вот здесь такой замечательный вид, столько красивых исторических сооружений. Вот Елабужское городище. Как оно появилось на свет? Что здесь вот сейчас можно увидеть туристам, которые приезжают? Мы находимся на самой высокой точке города Елабуга, и вы видите башню, вы видите уже реконструкцию этих исторических мест. Действительно, это самое любимое место елабужан и наших гостей. Здесь находится памятник татарскому хану Ибрагим-беку. Отсюда можно видеть Нижнекамск, набережные Челны и очень красивый вид рек. Здесь река Кама, а здесь Тойма. То есть они здесь как раз соединяются и образовывается очень хороший такой ландшафт.
Елабужское городище – уникальный памятник истории и археологии федерального значения со следами древних поселений. В X веке на этом месте была выстроена укрепленная крепость Болгар, положившая начало современному городу. Общая площадь городища более 4 гектар. Основателем города считается булгарский эмир Ибрагим I бен Мухаммад, который правил Волжской Булгарией с 1006 по 1026 года. Руслан, вот если ты обратишь внимание, уже тесто готовится. Вот уже разбитые яйца, почему-то ты их не разбил, вот нужно было, чтобы ты разбил. Но ничего, у меня сестра очень умелая. Вот сейчас готовится тесто для чак-чака. То есть мы добавили туда, в эту нашу смесь, немного муки. Да, немного муки, и потом это все раскатывается, То есть полосочки тесто делаются. дополнительно не должно отстаиваться. Нет. Вот и Альмира у нас заговорила. Альмира Ханым, часто готовите вы? Да, конечно. Какие вот самые популярные елабужские блюда с татарским акцентом готовите? Костыбый, ишпешмак, балеш очень вкусный. То есть все вот эти популярные татарские блюда. Так, секундочку. Все уже, да? Можно раскатывать это? Нет еще. Так, отлично. Тесто у нас готово. Сейчас мы начинаем нарезки. Так. Сколько сантиметров примерно у нас получается дольки? Ну, полтора. 1,5-2 сантиметра. Сейчас мы дадим Руслану Ага. в руки нож, Наконец-то мастер-класс. и Руслан будет резать. Вот если баурцак у нас режется подольше, вот подлиннее, то тыш, который по-юрашски, он должен резаться почти что вот сюда ровно и туда ровно. То есть получается такие, ну, почти как квадраты целые, да? Да. Вот. Дай сюда. Да? Сейчас Вот две мы... сестры, дай сюда сразу. Можно позвольте я так? Да. Барман. Я сейчас дюгань такие смеем. Слава богу, 3 года на программе, 10 пальцев, видите, живы. Альфира Ханым, скажите, пожалуйста, вот почему поставили памятник Ибрагиму Первому? Вот кто он такой был? По легенде считается, что Ибрагим Бей приехал сюда, на этот высокий берег, и решил, что здесь будет город. И поэтому в честь него на тысячелетие был поставлен такой красивый памятник. То есть можно сказать, что он является основателем Елабуги. Да. Альфира Ханым, сейчас вот многие Елабугу знают, особенно туристы, как старинный русский купеческий город. Да, в 17 веке здесь был основан монастырь, и, естественно, город стал уже православным, и здесь начали поднимать и промышленность, и город потихоньку стал купеческим городом. Есть такая статистика, что каждый 10-й житель нашего города был купцом. Естественно, очень много торговали, и город поднимался. А когда богатые люди живут, идет хорошее строительство, поэтому дома очень были крепкими, красивыми. Они до сих пор украшают наш город. Особенность нашего города в том, что это музей-заповедник в открытом виде. То есть здесь все можно увидеть, и всем можно наслаждаться. Но в вашем городе, кстати, очень много ведь музеев. Сколько их? В нашем городе на сегодняшний день считается 14 музеев. С Елабугой связаны судьбы многих известных людей. Здесь родился известный художник Иван Иванович Шишкин. В его Елабужском доме-музее хранится часть его картин. На улице Набережной установлен памятник. В Елабуге находится музей-усадьба Надежды Дуровой, первой русской женщины-офицера. Надежда Дурова – герой Отечественной войны 1812 года, ординарец фельдмаршала Михаила Кутузова, а позднее – талантливая писательница золотого века русской литературы. Дом, в котором жила в Елабуге Марина Цветаева, 20-31 августа 1941 года – последнее земное пристанище великого поэта Серебряного века. Сейчас этот дом стал музеем. Это место – паломничество поклонников поэзии Марины Цветаевой. В Елабужском уезде родился и вырос Владимир Михайлович Бехтерев, известный ученый-психоневролог. Его именем назван Музей уездной медицины, который расположен в одном из корпусов Земской больницы, построенной в 1881 году купцом Барановым. В
1990 году был подписан указ президента Российской Федерации о создании в Елабуге историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, в составе которого 14 музейно-выставочных объектов различной направленности. В 2009 году по оценке Европейского музейного форума Елабужский государственный музей-заповедник вошел в число 30 лучших музеев Европы. Так, Альмира Ханым, все у нас готово, я смотрю, да, практически? Ты же готова, и сейчас мы будем его обжаривать в кипящем подсолнечном масле. Кусочки теста тэш обжариваем в раскаленном масле, а затем выкладываем на сито, чтобы стекло лишнее масло. Нагреваем на небольшом огне смесь меда с сахаром до тех пор, пока сахар полностью не растворится. А пока обжаривается тэш, я предлагаю посмотреть выступление танцевального коллектива «Камские зори». Дорогие друзья, я напоминаю, что мы сегодня в гостеприимном Елабужском районе и готовим чак-чак по-юрашски. Юрашски, правильно. И сегодня мне помогают Альфира Акберова и Альмира Зинатуллина. Тагымбыр тапкыр рахмет сізге. Большое спасибо, что вы сегодня здесь с нами. И пока мы обжаривали наш тэш, вышло уже солнышко над Елабужским районом. Настроение у нас отличное. И сейчас мы растопили мед и сахар. Да. И рассказывайте, что будем делать дальше. Прошу. И сейчас мы готовый тэш уже складываем вот растопленный мед. Ну, пока мы все это перемешиваем, Альфира Ханым, расскажите, пожалуйста, еще несколько слов о современной Елабуге. Елабуга – это самый хороший и интересный город в Республике Татарстан, да и, наверное, во всем мире. Здесь живут трудолюбивые люди, и город наш преображается каждый день. А у нас продолжается готовка нашего Чак-чака. тэша, да. Расскажите, пожалуйста, вот почему вы руки макаете в воду? Потому что не люблю. Так, то есть мы здесь, осторожненько, мы здесь все перемешали с медом Да. и выложили Да. на тарелочку. Так. Все. Вот все. Это идет процесс приготовления уже чак-чака. Так, а вот что это за красивые конфеточки вы приготовили? Мы сейчас будем украсить наш. Будем украшать ими, да? Да-да-да. Так. Елабуга – крупный центр промышленности, благодаря созданию одной из первых в России особых экономических зон Алабуга. Основными промышленными предприятиями Алабуги являются нефтегазодобывающие и Елабужский автомобильный завод, производство различного оборудования и приборов. Важными отраслями Елабужского района являются аграрный сектор и предприятия пищевой промышленности. Альфира, скажи, пожалуйста, как обстоят дела с туристами в Елабуге? В прошлом году Елабужский музей-заповедник принял 152 теплохода с туристами. Естественно, город очень интересный в историческом плане. Город очень чистый, очень гостеприимный, поэтому сюда приезжают очень много туристов. Так что, дорогие друзья, кто еще не был в Елабужском районе, добро пожаловать, вы не пожалеете. Итак, большое вам спасибо за эту красоту. Бигзур Ахмед, чак-чак по-юрашски готов. Очень красиво. И уже вскипел наш самовар. Мы сейчас будем пить чай и пробовать чак-чак. Чак-чак. Рецепт. Яйца взбили,
Добавили ложку сахарного песка и, постепенно добавляя муку, замесили тесто. Раскатали пласт толщиной 1 см, разрезали на полосочки шириной 1-1,5 см, а полоски нарезали на небольшие кусочки – тэш. Обжарили тэш в казане в большом количестве растительного масла. Мед растопили, добавили в него сахарный песок и мешали до тех пор, пока сахар не растворится. Затем в медовую массу поместили тэш, хорошо перемешали, выложили на блюдо и смоченными в холодной воде руками сформировали чак-чак горкой. Вы не успели записать рецепт нашего блюда? Не расстраивайтесь, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, выкладывайте фотографии и делитесь своими кулинарными рецептами. Самый вкусный момент нашей программы наступил. Итак, чак-чак по-юрашски готов. Пожалуйста, налейте еще одну чашку чая, горячий самовар, все как положено. Пожалуйста, угощайтесь. Так. Спасибо, спасибо. Итак, бисмиллахир-рахман-рахим. Вкусно. Меда не пожалели. Очень вкусно. Хап-каракзаль, попробуйте сами. Здесь, друзья, бесконечно могут мои руки прикасаться к этому блюду. Но в чем отличие от стандартного маленького чак-чака? Вот на самом деле мне вот такие большие кусочки, они больше по душе. Здесь и больше меда, и мне кажется, наесться можно. Попробуйте сами приготовить чак-чак по-юрашски, и вы не пожалеете. Бигзур Ахмед, браво! Спасибо вам всем. Мы очень рады гостям. Приезжайте в нашу елабужскую землю. Мы вас угостим не только чак-чаком, а еще многими татарскими блюдами. Я так и знал, что здесь мясо тоже готовят. Бигзур Ахмед сизге. Дорогие друзья, мы сегодня были в городе Елабуге, Елабужском районе, и совсем не пожалели. До новых встреч. Смотрите нас каждую неделю. Сау болыңыз, достар. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.